В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Единый накопитель запустили на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Общие субботники проходят в столице республики. Добровольцы очистили территорию озера Сайсары. Конкурс детских рисунков, приуроченный ко Дню защиты детей, продолжается на нашем телеканале. В редакцию поступило более 70 работ. В Якутии режим повышенной готовности для недопущения распространения коронавируса продлен до 15 июня. Соответствующий указ подписал глава республики Айсен Николаев. Напомним, приостановлена деятельность ночных клубов, караоке-залов и иных аналогичных объектов, в том числе расположенных в торгово-развлекательных и торговых центрах, аттракционов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Также до 15 июня включительно сохраняются масочный режим и нормы социального дистанцирования. Временно ограничено движение судов на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Это связано с прохождением ледохода. Регулярные рейсы возобновятся после улучшения судоходной обстановки на реке. Напомню, паромная переправа на реке Лени в районе столицы республики открылась 26 мая. Отмечается, что между Якутском и Нижним Бестяхом курсирует 11 паромов. Беспорядка и хаоса на причале паромной переправы Якутск-Нижний Бестях больше не будет. Правительственная комиссия проверила работу нового накопителя для транспорта. В чем его польза и что еще появилось на причале, расскажет Елизавета Васильева. Безопасно и удобно. С начала навигации даже в выходные дни на причале паромной переправы со стороны Якутска царит порядок. В новом накопителе для транспорта с 6 дорожками могут вместиться около 100 автомобилей, в том числе 25 грузовых и 75 легковых. Это будет заметно разгружать и упорядочивать поток машин. В июне и в июле месяце мы планируем такой же накопитель организовать со стороны Нижнего Бестяха, потому что в данный момент там водители подъезжают просто с дороги и к причалу, не зная, где находится какой паром и какой будет выдвигаться, согласно расписанию, людям определенно неудобство. А сейчас, то есть к концу июля уже и там накопитель будет. Помимо накопителя на причале соорудили барьерные ограждения при заезде на паром, отсыпали причал для складов и стоянки машин, также установили камеры видеонаблюдения. В следующем месяце запустит мобильное приложение для онлайн-слежения за движением паромов. Комиссия, кроме причала, осмотрела ход строительства Жатайской судоверфи. Сейчас на месте строят блок корпусных производств. Устраивают сваи под сети тепловодоснабжения и канализации. Как сообщили, отставания от сроков нет. Зато требуется рабочая сила. Нужны сварщики, электрики, каменщики и другие. Летом по плану к рабочим примкнут и студенческие стройотряды. Сложная была обстановка. Вы сами знаете, и зима тяжелая была, и пандемия нас немножко подкосила. И с подрядчиками были проблемы, и тот же самый металл, который сейчас дорожает и подорожал. То есть есть сложности, но на сегодняшний день мы находим общий язык с подрядчиком, стройка начинает оживляться. Это прибавляет оптимизма нам и моим коллегам. Последний объект – это новая канализационная очистная станция вместо старого здания 70-го года постройки. Благодаря оборудованию нового поколения будет биологическая чистка и ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод. По плану объект ведут уже в ноябре этого года. Оборудование, которое должно быть установлено в канализационной очистной станции, на 80% оно прибыло. Мы здесь тоже руку на пульсе держим. Была проблема по перевозке. Здесь надо отметить, что комплекс сработал с пониманием, и Ленское объединенное речное пароходство своевременно перевезла с того берега на этот берег. И здесь сомнений нету, то, что очистная станция, как было оговорено в договоре и при приезде руководства фонда, сдача к сроку будет сделана. Таким образом, в скором времени в поселке Жатай появится высокотехнологичная судоверфь, современная очистная станция, а значит новые рабочие места и инфраструктура. Все это, несомненно, даст весомый толчок для развития пригородного села в целом. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск, Жатай.
108 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Якутии за минувшие сутки. В Якутске 60 заболевших, в Мегино-Кангаласском районе 7, в Хангаласском 5 случаев, в Вилюйском и Нерюнгринском районах по 4 инфицированных, в Амгинском, Кобяйском, Момском, Нюрбинском, Оленёкском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах по 3 случая заболевания. В Нижнеколымском и Сунтарском районах по 2 и в Алданском, Мирнинском и Аймиконском районах по 1 заболевшему. Полеты на звездолетах, лидерство в IT, комфортные села. Какой видят Якутию и ее жители через 100 лет? Продолжение великого труда Платона Аюнского создают в республике. Масштабный проект «Столетний план развития» стартовал с музея писателей и политического деятеля в Якутске. А первым районом, в котором инициативная группа провела стратегическую сессию, стала родина другой исторической личности Максима Амосова в селе Хатырык Намского улуса. Подробнее в материале Саргыланы Захаровой. Повторить великий труд Платона Аюнского, создать столетний план развития Якутии. Такая задача стоит перед этими молодыми людьми. В течение месяца инициативная группа масштабного проекта объездит всю республику, чтобы собрать мнение жителей для итогового документа. Мне кажется, такого в России никто никогда не делал. И Якутия достойна быть первой. Не думаю, что у нас много территорий, много республик, много краев, которые способны подобные действия сделать. Но если кто и способен, то это Якутия. В группе представители самых разных профессий. Здесь и учителя, и руководители, бизнесмены, и госслужащие. Всех их объединяет одна цель. Вот мы попробуем сделать так, чтобы то, что мы сейчас соберем, то, о чем мы сейчас поговорим, то, что мы сейчас напланируем, чтобы этим могли пользоваться дети, внуки, люди, которые будут жить на этой земле через 100 лет. Символично маршрут стартует с литературного музея имени Платона Аюнского в Якутске. Членов группы окунули в атмосферу жизни и работы автора предыдущего столетнего плана. Вдохновились и в путь. Первый район, в который направились участники проекта, также выбрали неспроста. Намский улус, село Хатырык, родина другой исторической личности, одного из основателей якутской автономии Максима Амосова. Старт проекту «Столетний план развития» дал глава Мининноваций республики Анатолий Семенов. Каждый сможет, в принципе, принять участие в создании этого документа. И я думаю, что он будет еще не один раз обнародован и будет широко обсуждаться среди всех слоев населения. Ну и самое главное, что вообще в целом заставить людей думать в эту сторону. Понятно, что не бывает идеальных документов, главное договориться о чем-то, да, и идти вместе в эту сторону. Мне кажется, это самое сложное и это самое главное. Сразу после торжественного открытия начались обсуждения. Эксперты из Якутска и Москвы вели дискуссию с жителями сел Улуса. Группы, на которые разбили всех участников, отвечали на вопросы, кто такие лидеры, какие проблемы нужно решить для улучшения жизни на селе, по какому пути развития должна идти республика и, наконец, какой они видят Якутию через 100 лет. Будет развита IT-сфера, все станет быстро, мобильным, доступным. В каждом улусе члены инициативной группы проведут двухдневные стратегические сессии. В течение этого времени все желающие жители сел смогут внести свои предложения, поделиться своим видением на дальнейшее развитие региона, внести свой вклад в достижение глобальной задачи – создания столетнего плана развития Якутии. Саргылана Захарова, Дмитрий Никонов, специально для Якутия-24. Глава Якутии Айсен Николаев отметил быстрое развитие Эльгинского угольного комплекса. Он провел совещание по вопросу дальнейшей реализации инвестиционного проекта с участием председателя Совета директоров и генерального директора компании. Так были затронуты перспективы сотрудничества и приоритетные проекты, которые будут реализованы на Эльге в ближайшей перспективе. Кадровая потребность на данном этапе развития составляет порядка 10 тысяч человек с перспективой развития до 20 тысяч. В связи с этим было принято решение создать специальную образовательную программу для подготовки кадров на Эльгинское месторождение на базе Южно-Якутского технологического техникума и Технического института СВФУ в городе Нерюнгри. На территории озера Сайсар состоялся традиционный субботник. На уборку мусора и посадку цветов ежегодно выходят добровольцы из парусного клуба имени Тимира Пенегина и добровольческое движение «Спецназ добра». Все они являются членами Всероссийского общества спасения на водах. Организация объединила не только вода, но и благое дело.
Озеро Сайсары имеет важное историческое и духовное значение для города и народа Саха. Над ним на мосту ежедневно прогуливается 1000 человек. Помимо этого, мост – место и для молодоженов. Облагородить территорию Сайсарского озера своими силами сложно, но добровольцы рук не опускают. Почти каждый день на этом мосту приходят свадебные кортежи, подъезжают сюда, здесь они замки вешают, спускаются вниз и вот видят такую неприглядную картину. Как-то, чтобы облагородить, чтобы было приятно здесь спускаться этим свадебным кортежем, там, молодоженам, мы здесь хотим, вот сейчас здесь копают, мы хотим здесь посадить цветы. Я узнал, что есть такие цвета, цветы называются василек, что он быстро растет и неприхотливый. Мы здесь посадим василек, купили такие цветы, белые, красные и синие, и посадим, как будет российский, да, триколор, чтобы внимание было и чтобы красиво было. Якутские мотоциклисты открыли очередной мотосезон. После вынужденного почти полугодовалого простоя байкеры наконец-то выгнали из гаражей своих железных коней. По традиции мотоциклисты с большим вниманием отнеслись к вопросу безопасности. К участию в пробеге допускались только байкеры в шлемах, а также безопасность на дороге обеспечивали машины ГИБДД. С каждым годом на дорогах столицы мотоциклистов становится все больше. В последние годы количество участников доходит до 150. Байкерское движение – это не просто езда по городу. Многие мотоциклисты принимают участие в различных социальных проектах. Мы проводим достаточно большое количество мероприятий социальной направленности. Это мы и сотрудничаем с детским домом «Берегиня», постоянно ездим к детишкам, там, показываем мотоциклы. Потом есть такая хорошая акция, которую запустили «Ночные волки» совместно с МЧС по всей России, называется «Русский лес». Эта, значит, акция приурочена к высаживанию леса по всей территории России. 17 мая на телеканале «Якутия-24» стартовал конкурс детских рисунков, приуроченный ко Дню защиты детей. О том, как проходит конкурс и о том, как дети видят телевидение, в сюжете нашего корреспондента Надежды Саханской. Вот они, те самые рисунки. Наивные, счастливые и невероятные, как сами дети. Яркие цвета, необыкновенные техники исполнения и, конечно, отметка телеканала «Якутия-24» на детском изображении. Захватывающая работа корреспондентов, утренние программы, ведущие в студии и родители, внимательно смотрящие новости – все это и вдохновляет ребенка изобразить свои фантазии на тематику конкурса. Дети при помощи карандашей и красок показали свой взгляд на работу телевидения. Мария Куприянова, ученица Мархинской школы, одна из ярких участниц конкурса. Телевидение устроено с людьми. Там босс, редакторы, люди, которые пишут, люди, которые снимают, парикмахеры, и их очень много. Работы конкурсантов были разделены по 3 возрастным группам – от 4 до 8 лет, от 9 до 12 и от 13 до 15 лет. Рисунки принимались в традиционном и диджитал формате, в общем-то, полный простор для фантазии художника. Мы не ограничиваем фантазии участников конкурса, и техники у исполнения может быть разные, но единственное, что тематически рисунки должны быть связаны с нашим телеканалом, работой нашего телеканала «Якутия-24». Так что мы очень ждем работ ребят, отправляйте, остается совсем немного времени. 31 мая мы подведем итоги конкурса, и 1 июня, в День защиты детей, мы пригласим победителей к нам на утреннюю программу «Утро Якутии» и вручим очень хорошие призы, которые, несомненно, понравятся юным художникам. Дети Хангаласского района также поделились с нами своими работами, которые пусть и не отражали заданную тематику, а значит, не вошли в конкурсную программу, но были выполнены вдохновенно и по-детски очаровательно. Детские мечты – край бесконечных возможностей, свобода мыслей и поток желаний, которые делают их счастливыми. Из этого следует, что не только телевидение, но и целый мир глазами детей устроен достаточно необычно и интересно. Мне кажется, телевидение устроено очень сложно. Свет, камеры, аппаратура, провода. Люди, которые занимаются данной деятельностью, они очень терпеливы и
Они очень внимательны ко всем вещам. Телевидение – это возможность рассказать, показать и научить о своем творчестве. Также раскрыть полезную для людей информацию. Результаты конкурса будут подведены 1 июня в День защиты детей, который не только веселый праздник, но и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными гражданами своей страны. Надежда Сахамская, Семен Семенов, Илья Сыромятников, Якутск. На этом все. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Оставайтесь с нами, берегите себя.